Открывая расширенное заседание коллегии Республиканского МВД по итогам прошлого года, глава региона отметил, что в целом в 2019 году правоохранительным органам удалось существенно наладить работу по борьбе с преступностью и укреплению общественного порядка. В целом мы можем говорить, что по многим направлениям ваша деятельность наблюдается положительный результат. Во взаимодействии с другими органами правопорядка, дислоцированные в республике, осуществляются мероприятия по предотвращению террористических угроз, недопущению совершения террористических актов. Происходит укрепление правопорядка в республике. Несмотря на небольшой рост числа совершенных преступлений, у нас сохраняется спокойная криминальная обстановка. Уровень преступности в республике в разы ниже, чем в среднем по СКФО и в России в целом. Приоритетными задачами на предстоящий период Махмуд Али Калиматов назвал организацию борьбы с особо тяжкими преступлениями, обеспечение постоянного контроля над ходом их расследования и ряд других важных целей в деятельности структуры. Со слов главы республики, органам правопорядка необходимо в кратчайшие сроки устранить все недочеты в своей работе и стремиться улучшить показатели в борьбе с преступностью. Также глава республики призвал руководство МВД усилить меры безопасности в период проведения в регионе крупных мероприятий с массовым скоплением людей. Стабильность, порядок в республике мы считаем вашей заслугой. Уверен, что мы впредь будем развивать этот успех, достойно продолжать дело своих предшественников, ветеранов органов внутренних дел, стоять на страже общественного порядка, защищать права, законные интересы и безопасность наших людей, всегда проявлять профессионализм. Затем с приветственным словом к собравшимся обратился министр МВД Ингушетии Михаил Коробкин, который отметил в своем докладе, что несмотря на всю сложность выполнения поставленных задач, удалось в целом обеспечить контроль над оперативной обстановкой в регионе. Видовые показатели преступности имели тенденцию к снижению от уровня аналогичного периода 2018 года по таким противоправным деяниям, как разбойные нападения и грабежи. Снизилось количество краж и неправомерных завладений транспортом. Цифры статистики свидетельствуют, уровень преступности и, что самое важное, смертности от преступных посягательств на порядок ниже среднероссийских показателей. По словам министра, такие успехи в деле борьбы с преступностью достигнуты за счет максимальной концентрации усилий полиции и эффективного взаимодействия с другими правоохранительными ведомствами и органами власти. Первостепенная задача такого сотрудничества – это раскрытие и расследование преступлений. В прошедшем году силами всех правоохранительных структур раскрыто свыше 1000 преступлений. Для справки, более 95% раскрытых преступлений приходится на долю сотрудников полиции и органов внутренних дел. Повысилась раскрываемость ряда наиболее опасных криминальных деяний, таких как убийства, разбойные нападения и грабежи. Установлены виновные в совершении более 80 преступлений прошлых лет. За прошедший год было совершено 54 преступления террористического характера и экстремистской направленности. Благодаря грамотным действиям сотрудников МВД 30 лиц, причастных к деятельности бандподполья, были нейтрализованы. Генерал-майор полиции Дамашев в своем докладе подчеркнул, что работа в этом направлении не стоит на месте и будет продолжена в усиленном режиме. В 2020 году Министерство внутренних дел по Республике Ингушетия в тесном взаимодействии с сотрудниками Главного управления МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу, с подразделением временной оперативной группировки органов внутренних дел и подразделений, которые я возглавляю, в тесном взаимодействии с сотрудниками Росгвардии, других взаимодействующих структур предстоит провести мероприятия по установлению нейтрализации скрывающихся, в том числе на территории республики, участников бандподполья, сокращению ресурсных возможностей бандитов по подготовке и совершению преступлений террористической направленности. Под конец первой части коллегии министр поблагодарил всех участников мероприятия, пожелал сотрудникам правоохранительной системы республики с честью выполнять свои обязанности и всегда следовать девизу МВД «Служим России, служим закону». Михаил Тангиев, Асхаб Белакиев, Новости 24.